Некоторые еще бывает такой момент, что часто к нам приходят, особенно по WhatsApp сейчас, мода, да, что какое-то письмо, Саудовская Аравия, какой-то шейх Ахмад, что-то услышал, вас не пророк увидел и так далее, и так далее. Там что-то непонятно будет написано тоже, и разошли там 10 человек, там 5 и так далее, и вы обретете счастье, через 5 минут вы разбогатеете, там какое-то время вы счастливый звонок услышите и так далее, и так далее. И наоборот, если вы это не разошлете каким-то людям, то вы будете несчастны, то вы будете там чуть ли не в ад попадете, ну и так далее, и так далее. Вот это письмо. И более того, сейчас они более его сделали насыщенным. Теперь без стыда и совести они говорят уже от имени посланника Аллаха. Если раньше говорили, что если не открыл, ты будешь там гореть аду и так далее, или тебе будет плохо, сейчас они говорят, посланник Аллаха сказал, что тебе будет плохо якобы. Видимо, 1400 лет назад, тогда еще, видимо, пророк сам про это WhatsApp знал, наверное, и чтобы передавать, да, и якобы пророк уже сказал. Это уже сверхнаглость того, кто это делает. Далее, я сейчас слышал от братьев, что уже аяты Корана отправляют, и там уже кто-то, какой-то непонятный автор пишет вам, отправь это тем, тебе будет вот такое установленное вознаграждение. Субханаллах. Разве это может делать, кроме Аллаха и пророка, саллаллаху, говорит, какое и кому будет вознаграждение? Первое, хочу что заметить, уважаемые братья и сестры, это нельзя уповать, кроме Аллаха, на другого. Все Аллаху принадлежит. И верить в эту вещь не нужно. Отправлять эту вещь не нужно. Это суеверие. Это первое. И Аллах говорит в Коране, бисмиллахир-рахим, «Валиллахи ма фи самавати ва ма фи ар-ди». Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Мы уповаем на Аллаха. Но верить во что-то, в какое-то суеверие нам нельзя, мы мусульмане. Это первое. Второе, уважаемые братья и сестры, это есть ложь на посланника Аллаха. Мы более того, не то чтобы, веря в это, получаем какую-то шаткость в нашем таухиде, в единобожии, мы еще рассылаем на сегодняшний день ложь на посланника Аллаха. Ложь на посланника Аллаха. Где говорит пророк сказал то-то и так далее, и так далее. И третье, кто кроме посланника Аллаха имеет право обозначить